Начинать Новый год с исполнения детских желаний в культурно-благотворительном фонде «Ашана» – добрая традиция, ведь мечты детей должны сбываться, и это под силу нам, взрослым. В осуществлении этой миссии КБФ «Ашана» помогают неравнодушные жители республики, благодаря которым сегодня Дед Мороз ответил на более чем сотни писем подопечных фонда. Стихи, песни, хороводы и танцы сегодня у подопечных культурно-благотворительного фонда «Ашана» праздник. Новогодняя ель и, конечно, Дед Мороз, который никого не оставит без подарка. Хочу поздравить всех с Новым годом. Хочу поблагодарить фонд «Ашана» за такую возможность. Всех с Новым годом! Всем счастья, здоровья! В этом году мы сделали возрастные ограничения, как и в каждом году, у нас до 13 лет. И под эту категорию попало больше 100 подопечных. Все детки, кто имел возможность, написали письма. Кто мог в видеоформате нам записать видео, записали в видеоформате. Дети, которые не могли, за них написали их родители, указали пожелания в таком формате, что необходимо ребенку. Все письма мы обработали, все письма передали Дедушке Морозу, передали Снегурочке. И, соответственно, все подарки все подготовили. И сегодня, на сегодняшнем мероприятии, до 40 детям смогли раздать подарки. Это дети, которые физически смогли приехать сегодня. Остальные детки получат подарки у нас в офисе. Всю эту неделю мы будем продолжать раздавать подарки у нас в офисе. 2024 год для культурно-благотворительного фонда «Ашана» был насыщенным, поделилась Мактина Джинджолия. Проведено 22 благотворительных акции, более 60 курсов лечения в лучших медицинских центрах России и Армении. Оказана помощь 47 детям. Более 300 подопечных получили бесплатные консультации ортопедов, неврологов, психиатра. Хочу сделать акцент именно на сумме собранных средств в течение 2024 года. Это не включая декабря. Более 42 миллионов нам удалось собрать. Это одна из самых крупных сумм пожертвований за все годы работы. Поэтому 2024 год можно назвать самым благополучным в плане благотворительности годом для нашего фонда. За все годы нам удалось собрать более 142 миллионов рублей. Исполнить в канун праздника детскую мечту значит начать год с доброго дела. По словам Мактины Джинджолия, неравнодушные жители Абхазии исполняют желания детей непрерывно на протяжении многих лет. А 2024, несмотря на то, что был сложным, стал одним из самых плодотворных. Если анализировать, от кого больше всего поступило пожертвований за прошлый год, это сумма из 42 миллионов, порядка 30 поступило от физических лиц. Это говорит о том, что наши граждане, наши люди активно участвуют в благотворительности. Это говорит о неравнодушии наших граждан. Поэтому я хочу сказать огромное спасибо всем людям, которые в течение этого года участвовали в благотворительности, нашим партнерам, которые ежемесячно переводят суммы на содержание фонда, на содержание коллектива, всем волонтерам, которые в течение года поддерживали и сами инициировали благотворительные инициативы. Со своей стороны хочу поздравить весь народ Абхазии с наступающим Новым годом. Год был 2024, уходящий год был очень сложным, насыщенным разными событиями. Желаю, чтобы 2025 год был более счастливым, легким и наполнен именно яркими, добрыми событиями для всего населения нашей прекрасной республики. В следующем году у сотрудников культурно-благотворительного фонда «Ашана» большие планы, и все они касаются лечения и выздоровления маленьких жителей нашей страны. Гугут Савардани, Алексея Гухова, Абхазское телевидение.